Площадка классическая, ну, наверное, мы лучшие практики киберспортивных турниров взяли. Стрельба и взрывы в Академии тенниса, какими их еще не видели в видеоиграх с передовой графикой и дополненной реальностью, когда шкала здоровья и другие элементы будут отображаться не на экране, а словно висеть в воздухе. Такими соревнования по трем самым известным стрелялкам или на языке профессиональных игроков шутерам предстанут перед зрителями игр будущего. В трансляции будут появляться дополнительные элементы, ну так, дополненная реальность. Это наши аватары, это логотипы команд, статистика, которая будет в объеме выходить из наших экранов. Специально для игр здесь готовят два огромных зала. В одном, разделившись 5 на 5, порядка 30 команд из 20 стран будут соревноваться за компьютерами и мобильными устройствами. В другом перемещаться среди укрытий в физической дисциплине лазертаг. Мы пытаемся то, что тактически проходят ребята в киберспортивной дисциплине, наложить на ту физическую карту, на которой уже соревнуются в лазертаге. Используя, конечно же, вот это технологичное оборудование, оружие, которое по радиоканалу передает все, что происходит на площадке. В этом, наверное, основной вызов. А здесь можно видеть, как бы выглядел человек в придуманном нейросетью городе будущего. Перед нами камера, которая определяет местоположение человека, стоящего перед ней, и его позу. Снизу сам он, сверху его цифровой аватар. Стоит поднять руку, и рука поднимается в выдуманном мире. Стоит отвернуться от камеры, и на экране уже затылок. Это аллея персонажей, арт-объект, расположенный в центре целого города игр будущего, который прямо сейчас возводится на главном объекте первенства в Казань-Экспо. Строители монтируют входную группу, свое законное место занимает автомобиль, который проехал всю страну с главным трофеем игр. Практически готова и площадка, где пройдут соревнования по фиджитал-баскетболу. Техники закончили установку подножных и бортовых экранов. Уникальность этого пола в его мультимедийности. Это необычное покрытие для баскетбола, а скорее огромный экран смартфона. Он реагирует на перемещение каждого игрока и показывает его местоположение с помощью света и графики. Но это будет во время игр, пока же здесь тестовая картинка. Идет подготовка. Все это будет синхронно работать. На LED-полу будет интерактивное шоу. Трансляция матча будет идти на больших экранах. Заканчиваем сегодня, все закрываем. Здесь делают все, чтобы будущее наступило как можно раньше. Некоторые площадки готовы на 95%, некоторые на 100%. Остаются последние штрихи. Техники проверяют свет и коммуникации. Впереди финальные прогоны. Все для того, чтобы как спортсмены, так и зрители игр будущего получили непередаваемые эмоции. Рамиль Шайдуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань.